Сейчас в мире существует более 20 тысяч видов пчел. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. За их способность этих насекомых назвали подарком природы. Во-первых, пчелы производят ценные продукты – мед, воск, прополис. Во-вторых, занимаясь опылением, помогают в оплодотворении растений. Как подсчитали, средняя семья из 30 тысяч медоносных пчел за день посещает 2 миллиона цветков. О том, что пчелы массово гибнут, начали говорить еще с начала мая. Первыми пожаловались пчеловоды Мамадышского района. Вначале не подумал, что они отравились, потому что никакого оповещения не было, что обрабатывают. Со временем география бедствия расширялась. Массовый мор охватил Актанышский, Высокогорский, Заинский, Зеленодольский, Мамадышский, Мензелинский, Сабинский районы. Всего по подсчетам в Татарстане погибли 3000 семей пчел. Пасечники считают, что виновата неправильная обработка химикатами. Только отрался, потому что мы больше нигде ничего не опыляли. По правилам, поля нужно обрабатывать химикатами в вечернее время, когда пчелы не летают, а сами посевы располагать на удалении от населенных пунктов. Но нормативы не всегда соблюдаются. Другой вопрос, какие используются химикаты, каждый аграрий решает сам. Прямиком покупают именно сами агрохолдинги. Кто какие хочет, такие покупает. Отметим, что некоторые препараты, преимущественно самые дешевые, выветриваются только спустя 3 суток. За 3-4 дня нужно обязательно уведомить, потому что если, например, пчелы рядышком улья, чтобы могли или каким-то образом защитить своих пчел. У мензелинского пчеловода Рафака Габдрахманова из 80 пчелиных семей погибли больше половины. Пчелы успели принести почти 2 тонны меда. Сейчас мед отправили на экспертизу. Если он будет признан негодным, ущерб составит более $500 000 рублей. А пчелы – единственный доход семьи Габдрахмановых. Они принесли с собой отравленный нектар, и уже началось массовое отравление. Всего в Мензелинском районе понесли ущерб 25 пчеловодов. Сегодня они пришли в местную администрацию. И здесь вместе с руководителями агрохолдингов устроили большой разбор полетов. Главными возможными причинами гибели пчел назвали несоблюдение санитарных норм и нарушение технологий опрыскивания. Массовое отравление получилось в связи с тем, что не соблюдаются санитарные зоны. В некоторых случаях, не предупредили о применении этих химикатов. Может быть, где-то применяли препараты, которые имеют высокие классы опасности. Соответственно, я не могу никого обвинять, но наши действия по всем показателям не могут привести к массовой гибели пчел. Лаишевец Гафур Зарипов держит и пасеку, и сажает рапс. Как говорит мужчина, у него все обходится без жертв. Если все делать по технологии, и волки будут сыты, и овцы целы. На инструкции препаратов же все написано. Я только после 9 вечера обрабатываю. Что конкретно произошло в тех местах, где погибли пчелы, должна сказать экспертиза. Ее результаты обещают огласить примерно через 3 месяца. Еще ответа не получено конкретных. Но есть предположение. Все было нормально. Вот после обработки этих пестицидов началась массовая гибель. Здесь с экрана я не хотел бы кого-то винить. Есть вина и агрохолдингов, и наша вина есть. Отметим, что в своей беде Татарстан не одинок. Как сообщают, трупами пчел усеяны десятки регионов страны, от Алтайского края до Подмосковья. Пострадали соседние с республикой Марий-Эл, Удмуртия, Ульяновская область. Это отравление пестицидами в первую очередь. В принципе, это отмечается преимущественно в тех регионах, на мой взгляд, по крайней мере, где сельское хозяйство, в общем-то, направлено на животноводство, то есть именно на получение молока, где начинает массово культивироваться рапс. Это растение, которое подвергается 5-6-кратным обработкам, инсектицидами причем, а это, естественно, губительно для пчел на все 100%. Аграриям советуют строго соблюдать все правила, чтобы не страдали ни пчелы, ни продукции пчеловодства. Если будут установлены конкретные виновники гибели пчел, пострадавшие смогут обратиться в суд, чтобы добиться компенсации. Дмитрий Аринин, Наталья Мезина, Филюза Хамидуллина, Марат Зайдуллин, Рамзиль Гарипов, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Мензелинск.